Комитет по стандарту «Халяль» Чеченской Республики представляет цикл передач «Блага из пропитания. Средства поиска дозволенного из пропитания». Выпуск номер 2. Всевышний Аллах говорит в своей великой книге: «О люди, вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас явный враг». После того, как мы последовательно упомянули о понятии благого из средств существования, а также и самих средств существования, нам надлежит пояснить о видах источников этих благ. Первое, что необходимо понять верующему, это то, что его заработок должен быть дозволенным. Ученые пояснили, что дозволенное халяль – это то, относительно запретности или обязательности которого нет упоминания в книге Аллаха и в сунне его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Основой во всем является дозволенность. И это в том случае, если только не пришел довод, что это является запретным или же обязательным. И после того, как мы разъяснили этот аспект, мы понимаем важность того, что поиски дозволенного являются обязательным. Говорится в хадисе пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который приводит Дайлами в своем муснаде Аль-Фирдаус, в которых пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит: поиски дозволенного являются обязательным для каждого мусульманина. И необходимо, чтобы ты искал дозволенные средства. В хадисе, который передается от Табарани, говорится, что когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул слова Всевышнего Аллаха: «О люди, кушайте на земле то, что дозволено», при этом присутствовал наш господин Саад ибн Аби Вакас, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «О посланник Аллаха, попроси у Аллаха, чтобы я был из тех, чьи мольбы не остаются без ответа». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, мог бы сделать дуа за нашего господина Саада. Однако посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, предупредил Саада о том, что многое зависит от состояния имущества. Он сказал: «О Саад, улучши свое пропитание, и ты получишь ответ на свои молитвы». Возьмите эти слова для себя как правило. Улучши свое пропитание, и ты получишь ответ на свои молитвы. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Клянусь тем, в чьей власти душа Мухаммада, поистине раб, который принял запретную пищу, не получает ответа на свои мольбы в течение 40 дней». Посмотрите же на это наставление и удивительное обращение. В течение 40 дней его поклонение не будет принято, и на его мольбу не будет дан ответ. Все это указывает на то, что наша пища обязательно должна быть дозволенной. Также приводится хадис, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Непременно для людей настанет такое время, когда никого не будет волновать, дозволено ли то, что они взяли, или же это является запретным». И это все, без сомнения, произойдет по причине отсутствия богобоязненности в примере дозволенной пищи. И для этого есть несколько причин. Из таких порицаемых причин основной являются закрадывающиеся мысли о том, что Аллах не наблюдает за ними. Поэтому осознание наличия контроля Всевышнего Аллаха является бальзамом и лекарством во всех делах. Как же может человек употреблять запретную пищу, в то время как он понимает, что Всевышний Аллах наблюдает за ним? Что касается второго, то это распространенность запретного среди людей, по той причине, что многие люди хотят получать доходы. Нет разницы, дозволенным будет этот доход или же запретным. И для них главное – накопить больше имущества и состояния. В этом случае нам необходимо, чтобы мы разобрались в тонкостях дозволенного дохода. Следует вспомнить хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «Не ступят ноги человека на мост Сират, пока он не будет спрошен за 4 вещи». Но стоит учитывать, что это испытание не последнее. О его знаниях, руководствовался ли он ими, об имуществе, каким путем он заработал его и на что израсходовал, о его молодости, как он провел ее до того, как старость изнурит его, о его жизни, как он прожил ее. Если ты сможешь привести правильные ответы на эти вопросы, то знаешь, что ты будешь допущен к испытанию, которое Всевышний Аллах свершит в судный день. Дозволенное пропитание является сильной причиной в ответе на мольбу. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в хадисе, переданном от Муслима и Абу Хурайры, сказал: «Поистине Аллах является чистым и не принимает ничего, кроме чистого. И поистине Он повелел посланникам то же, что повелел и верующим. Он сказал: «О посланники, вкушайте блага и поступайте праведно».
Обращаясь же к верующим, он сказал: «О те, которые уверовали, кушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас». Затем упомянул человека, пребывавшего в долгом путешествии, растрепанного, запыленного, который, протягивая руки к небу, взывал: «О Господь, о Господь!», в то время как еда его была запретной, питье его было запретным, одежда его была запретной, и рос он, питаясь запретным. Так как же ему будет дан ответ на мольбу? И это последняя часть хадиса, которая является ключевым моментом. Удивительно, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, упомянул путника. Ученые сказали, что в этом заключается секрет ответа на мольбу. Но все же, когда этот путешественник ест запретное, одевает запретное и вырос на запретном, как же ему будет дан ответ? Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Каждый кусочек мяса, что появился на теле человека от пропитания, добытого незаконным путем, достоин огня. И да помилует Аллах ту женщину, которая день ото дня говорит мужу до того, как он выйдет на работу: о такой-то. Поистине, мы в силах стерпеть голод, но мы не в силах вытерпеть огонь. И ты остерегайся, затем снова остерегайся того, чтобы принести для нас даже кусок из запретного. Возле нас не будет чистого, благого пропитания, пока мы не будем ценить в нем дозволенность. Невозможно, чтобы оно было чистым, благим, если оно не будет дозволенным. Также является обязательным для нас понять относительность дозволенного и запретного, и то, что дозволенное приводит к стыду. Каждый знает, что стыд исходит от веры, и он является ее полноценной ветвью. В один из дней посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обратился с удивительным обращением к сподвижникам, повелевая им: «Стыдитесь Всевышнего должным образом». Все они, конечно же, сказали: «О посланник Аллаха, каждый из нас стесняется Аллаха должным образом». Он ответил: «Этот стыд является не таким, о котором вы подумали». Он имел в виду, что вопрос стыда не является легким и понятным делом. Посмотрите же на пояснение пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал: «Кто стыдится Аллаха надлежащим образом, пусть бережет свою голову и то, что расположено на ней». А теперь посмотрите, какие органы расположены на голове. Она содержит такие органы, как глаза, язык и уши. И, возможно, ученые назвали их органами джаварих по той причине, что они могут навредить человеку. Да убережет нас от этого Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, что стыд – не что иное, как сохранность головы и того, что расположено на ней, сохранность живота и того, что вокруг него, поминание смерти и разложения. В действительности, это и является стыдом, и мы должны требовать его от себя, искать в себе для того, чтобы стесняться Всевышнего должным образом. Стыд – это сохранность головы и сохранность живота. Сколько всего входит в твой живот из запретного? Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в своем хадисе: «Поистине, шайтан передвигается по телу человека, детей Адама, по тем местам, где протекает его кровь. Сужайте же места его прохождения голодом». И голод, когда ты не находишь ничего, кроме запретного, то в этом случае голод является более предпочтительным. Мы, отцы, часто жалуемся на ослушание наших детей, и иногда у нас вырывается что-то, что не подходит нам, как мусульманам, не подходит нам, как воспитателям, как отцам. И многие из жалоб по поводу ослушания детей. Знаешь ли ты, брат мой, мусульманин, истинные причины этих притязаний? Я скажу, что это очевидно. Поистине, даже кусок дозволенного играет большую роль в том, чтобы твой сын был почтителен по отношению к тебе. И каждый раз ты добываешь для них дозволенную и хорошую пищу, конечно, по мере своей возможности, потому как сегодня для некоторых людей является проблемным дозволенное пропитание, и это стало невозможным расходованием. Если мы обратимся к нашей жизни, к тому, как мы живем, то мы найдем, что они оставляют все то, что нас окружает. Да убережет нас Аллах. Но все же я скажу со всей ясностью и со всей искренностью, что тот, кто вступит на путь поиска дозволенного, тот найдет его. Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Страх перед Всевышним Аллахом бывает по мере возможности. Когда же мы поняли это, мы узнали достоверно, что источник происхождения дозволенного обширен. И я, завершая эту нашу встречу, завершу хадисом пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Тот же, кто остерегается сомнительного, тот очищает свою религию и честь,
А занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного места свое стадо, которое вот-вот окажется там. Когда это дело разъяснилось, становится понятным, что не обязательно вступать при поиске дозволенного пропитания на тяжелые пути. Мы просим у Аллаха, чтобы Он почтил нас и вас чистым, халяльным пропитанием, и чтобы сделал нас из тех, кто прислушивается к словам и следует за лучшим. Встретимся с вами, если на это будет воля Аллаха. Программа «Благая из пропитания» и, конечно же, разъяснение относительно этого понятия. Я вручаю вас Аллаху, возле которого не утрачиваются блага. Мир вам и благословение Всевышнего Аллаха.